Четвертый конкурс эрудитов выступает представитель команды Башкирского государственного университета. Это Максимова Мария. Пятое — это Минская государственная сексуальная педагогическая академия Милова Валентина. И шестым выступает представитель Сибайского института. Это Сулейманова Айгуль. Нашим представителям, эрудитам, было дано первое задание. Тематика нашей олимпиады — это психологическая культура в современном российском обществе. Наши замечательные эрудиты подготовили свое понимание, интерпретацию, как они понимают тему нашей олимпиады. И на выступление каждому эрудиту отводится ровно 1 минута. И время у нас засекает Максим Петрович. Дайте, пожалуйста, сигнал, который будет означать, что минута закончится. Сейчас второй сигнал. Когда прозвучит будет громко, время закончится. Итак, готова, Мария? Пожалуйста, ваша презентация. Психологическая культура меня обозначена как определение в одном отечественном учебнике. Поэтому я скажу свое понимание, то, что это понятие базовое, которое включает в себя профессиональную культуру, культуру общения, культуру коммуникативную и так далее. То есть все в совокупности. И мне кажется, это очень тесно переплетается с психологической грамотностью. И отсюда возникает актуальность и проблема, потому что педагогическая неграмотность полностью, полноправно уже завладела Российской Федерацией, как мне кажется. И мне хотелось бы рассмотреть причины. Культура связана, как мне кажется, с традициями. И мы забываем об этих традициях. Давайте вспомним, вот, например, как аукнется, так откликнется. У страха глаза велики, глаза боятся, руки делают, встречают платежки, провожают по уму. Это все психология, только просторечие. И мы забыли это. Мы общаемся через интернет. Мы не видим. Чего мы не видим? Университет имени Мехмедина Акцевы. И далее передаю микрофон Алексею, представитель Стертамакса государственной педагогической академии. Время засекает. Готовы? Начинаем. Здравствуйте. Начну, наверное, с того, что дам определение, свое определение психологии и культуры. Культура, в первую очередь, это что такое? Культура — это способ человека быть, по сути, своим человечным. Это способ возвыситься, способ возвышения человека над животной природой. Психологическая культура же, я считаю, что это способ регулирования, управления человеческой психикой, то есть мотивацией, эмоциями и так далее. В отличие от животного, у человека нет врожденной регуляции, и именно психологическая культура помогает ему адаптироваться. Спасибо. Я думаю, что команды поддерживают своих представителей своих эрудитов более достойно, поэтому аплодисменты Алексею. Представители Восточно-экономической и юридической академии, они выступают третьими, это Шефова Анастасия. Здравствуйте. Основная мысль проекта – это формирование психологической культуры у общества различных слоев, как социальных, так и возрастных.
через концепцию Роджерса, то есть представление о самом себе. А как мы будем это осуществлять? Посредством массовой информации. Будем проводить олимпиады, конкурсы среди студентов психологических факультетов, так и среди других специальностей, с целью основных понятий психологической культуры. Будем проводить тренинги, семинары для понимания студентов смысла психологии. Спасибо. Напоминаю, что времени это 1 минута, это не обязательно, что вы должны в течение минуты, да, главное не помешательными. И четвертыми выступает команда Башкирского государственного университета. Здравствуйте, мы говорим о психологической культуре в российском обществе. И необходимо сказать, что психологическая культура – это комплексное понятие, которое выражает знание человека о механизмах и закономерностях работы психики человека. Своего рода это умение человека в окружающем мире, в целостных явлениях окружающего мира, выделять психологический компонент того, что происходит с ним. В нашем обществе очень много пороков, очень много болезней, и психология необходима. Общество наше уже готово к восприятию. И мы сегодня очень много говорили о том, что и в средних образовательных учреждениях, и в высших учреждениях необходимо вести психологию для большего, лучшего, глубокого понимания нашей жизни. Спасибо. Спасибо большое, Мария. Далее слово передается представителю Минской государственной специально-педагогической академии. Это Милова Валентина. Пожалуйста. Здравствуйте. Начну с того, что скажу, что такое культура, как я ее понимаю. Культура вообще это выработанное в процессе жизнедеятельности умение поведения, которое основывается на доверии, взаимопонимании и уважении окружающих людей. В культуре особое основное место отводится психологической культуре. Ведь именно благодаря ей мы умеем конструктивно разрешать какие-либо проблемные ситуации, я считаю. Толерантно относимся к представителям других наций, этносов. Вырабатываем в себе такие качества, как дипломатичность, целеустремленность, уверенность. Я считаю, что психологическая культура включает в себя такие качества и умения, как позитивность, целенаправленность, ответственность, умение вовремя включать в голову для того, чтобы решать проблемные ситуации. Поэтому, подводя итог, я хочу отметить, что психологическая культура – это не столько умение выделять причины, по которым, получается, возникают проблемные ситуации, сколько это умение, получается, самореализоваться в трудной ситуации. Спасибо большое, Валентина. Данный этап представитель Сибайского института – это Сулейманова Айгуль. Здравствуйте. В последнее время понятие культуры и в целом психологической культуры личности оказалось в центре гуманитарных наук и в том числе психологического знания. Сегодня все, наверное, неоднократно задавались вопросом, что такое психологическая культура и ее составляющие. Психологическая культура, я считаю, что это внутренняя культура, это какие-то определенные качества, совокупность качеств внутри себя. И каждый реализует ее по-своему, субъективно. На психологическую культуру влияет как черты микросоциума, потому что человек — это социальное животное, как говорится, а также это деятельность, профессиональная деятельность, это уровень общей культуры. А также хочу еще добавить, что быть сейчас в культурном, психологическом плане это, наверное, модная тенденция, потому что быть образованным